Привет, друзья! Все, у кого есть славянская карточка медицинского страхования, могут бесплатно заказать себе карточку европейского медицинского страхования. Заходим на сайт zzs.si, нажимаем на иконку с надписью «Наручание европейской картицы». Вы можете заказать карточку для одного человека на адрес прописки или сразу для нескольких. Срок действия европейской карточки будет минимум 30 дней, а максимум 1 год. Это зависит от срока действия вашего славянского страхования. Пенсионерам, детям и другим наследникам и иждивенцам членам вашей семьи карточки выдаются на 5 лет или до исполнения 18 лет. Если у вас уже есть действующая карточка, то новую можно заказать не ранее, чем за 30 дней до окончания действия старой. В это поле нужно вписать ваш номер в системе медицинского страхования. Он находится на лицевой стороне вашей карточки. Второе поле – это день вашего рождения. Только день, а не полностью дата рождения. Если вы вдруг его не помните, то тоже можете найти его на вашей карточке. Заодно проверьте, чтобы не было ошибки. Ниже вписываем адрес электронной почты и нажимаем «Пошлина Рачила». Карточка действует не только в странах Евросоюза, но и в некоторых других, и даже в Австралии. Через некоторое время вам на электронную почту придет письмо с подтверждением, а сама карточка обычно приходит по почте в течение нескольких дней. При получении желательно проверить срок ее действия, валидность. Заказать карточки сразу на несколько человек тоже очень просто. Заполняйте несколько полей и указывайте имя и фамилию получателя, улицу и номер дома, почтовый индекс и город. Затем пишите свой электронный адрес и нажимаете «Пошлина Рачила». Друзья, обратите внимание, что эта страховка не является традиционной туристической страховкой. Она не покрывает все возможные неприятности, например, лечение в стационаре или транспортировку пациентов. А еще во всех странах свои правила предоставления медицинских услуг по страховке. Если в путешествии вы заболеете или произойдет несчастный случай, вам предоставят услуги как и местному жителю со страховкой. Какие-то услуги могут быть бесплатными, но в большинстве случаев придется доплатить. Если вы сохраните все документы, то по приезду в Словению вы сможете обратиться за компенсацией. Всем приятных и длительных путешествий. Пока!